ремейк «Карнавальной ночи». И там песня, которую написал ваш покорный слуга, а музыку написал Олег Ладов. Вот послушайте, пожалуйста, это песня из фильма, которую последний фильм Эльдара Рязанова. Здесь ярких свеч, волшебный свет, нас любят здесь и ждут. Пусть 50 промчалось лет, но 5 минут идут. Пусть за минуту мы смогли эпоху поменять. Летят года для всей земли, минут же снова 5. И очень часто нам 5 минут приносит счастье. 5 минут, 5 минут, 5 минут. Новый год, Новый год, Новый год. 5 минут, 5 минут, никогда, никогда не пройдут. Видишь, вновь настает Новый год. Нам надо снова все успеть за 5 минут. Они подарят нам успех, удачу принесут, надежды полон каждый взгляд. Свет радости в глазах, стучит будильник, а летят лишь стрелки на часах. 5 минут, 5 минут, 5 минут. Вот это была чудная работа, и особенно меня поразило, как Эльдар Александрович работает с актерами в кино. Он все абсолютно, что происходило на площадке, делал сам, всегда контролировал, вплоть до партии скрипок, прекращал съемку, шел в студию, а ему уже было хорошо за 80 лет. Еще я прозаик и написал несколько повестей, и одну из моих повестей «Клубничное время», посвященную самому началу 90-х годов, сделали сериал. Я написал, принимал участие в работе над сценарием, и замечательный актер Проскурин играл главного героя. 14 серий прошли буквально по всем странам мира, и очень удачно имела эта картина судьбу. Но лично мне больше нравилась моя работа в кино по одному из последних фильмов Балабанова. Там песня, которая есть в книге стихов, которую я вам подарил. Это песня про Афган. Есть такой замечательный актер Дмитрий, певец Дмитрий Дюжев. Я с ним работаю, написал много песен. И там он поет песню: «Не убили там меня, не покалечили, только научили воевать. А теперь мне дома делать нечего, остается просто вспоминать. Тосковал я по жене, скучал по дочери, и поэтому на шорох, на любой с разворота посылал в упор я очередь, и вернулся невредимый и живой. В той стране горами черными горбатую, необстрелянных, я нарушал ребят, все события опережай гранатою, а не то они тебя опередят. И законы дела нашего десантного осознал я сразу всем нутром. Вечный след от промаха досадного остается на тебе самом». Недавно я получил письмо от моего друга, который проводит замечательный праздник, называется День Победы Лондон. Вы знаете, что были такие потрясающие северные или арктические конвои, их было 863 конвоя, и ветераны этих конвоев дружат до сих пор с ветеранами наших вооруженных сил, им уже хорошо за 80, они сюда приезжают, ваш покорный слуга снимает эти встречи. И вот он мне написал письмо, что один генерал сказал, что главными жертвами войны являются те молодые солдаты, которым приказали убивать, причем это с обоих сторон. И это, мне кажется, правильным, что главные жертвы войны — это те, которые стали стрелять
друг в друга. И это неисправимо, это, по-моему, ужасно. Я написал очень много стихов о войне, о людях войны. Я общался со всеми поэтами, которые прошли войну, с Винокуровым Евгением Михайловичем. Он напечатал мое стихотворение армейскому поэту, я вам ее сейчас прочитаю, в 1978 году в майском номере журнала «Новый мир». Нет ни в садах блистательных лицея, ни среди статуй в мраморных венках, а в белорусских сумрачных лесах от взрывов и от выкриков немея, среди окопов, касок, голодухи, как партизанка бледная в триухе, к тебе являлась муза, мчались дни, но ни божественной, а видимой речи, ни откровений Гёте, ни Парни ты не слыхал, взвалив мешок на плечи, ты нес картошку, нес ее и пел. Поэзия твоя под артобстрел, как роща беззащитная попала, и обижали тени и зверье, в ней все обломано, и все растет сначала, и только небо видно сквозь нее. Спасибо.